Симфонический оркестр, национальные песни, нарядные ученики и довольные родители. Череда открытий продолжается. Дигашка турпален, курасик сага, деймехковой байрак, лоузила фега, целега шейнаной, синож такола, ойнгиса столба, носкала школа. Эти слова из стихотворения Магомед Саида Плиева звучат не просто так. 4-я Плиевская школа теперь носит имя известного ингушского писателя. Она рассчитана на 720 мест. Поздравить сельчан с этим важным событием приехали официальные лица, в числе которых и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что это далеко не последний объект образования, который откроется в регионе в скором времени, и передал жителям слова полномочного представителя президента России в СКФО Юрия Чайки. Самые теплые, добрые слова, пожелания хорошо учиться в новой школе. Я не устану открывать новые школы. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по национальным проектам демографии нам выделяются эти деньги до 24-25. Мы еще их будем строить более 40 школ, детских садов. Мы улучшаем и условия создаем для детей, но и, конечно, учителям. Учителям ту возможность и улучшенные условия, прекрасные классы, чтобы вы могли бы отдать все свои знания детям, и они вас в конце учебного процесса 11-м радовали золотыми медалями, 100-бальными знаниями в предметах. Большую радость, я думаю, это для родителей, для мам, для дедушек, для бабушек, потому что у нас к этому детям относятся очень трепетно. И сегодня, наверное, на расстоянии небольшом дети смогут посещать свою школу. Сегодня открытие объекта социального влечет за собой улучшение нашей жизни. Также мы только должны учиться. Нам так нужны знания, так нужно развитие, чтобы специалисты выросли в будущем. Мы сами должны, здесь, жители республики, понимать. И в будущем при выборе профессии надо узнавать, вот какие специальности нужны, и ориентироваться на это. И сегодня уже задумываться над этим, и предметы распределять так, и воспринимать их, как будущее республики. Сегодня, вы знаете, я настаиваю на инженерных специальностях, математика, физика, химия. Эти предметы, они, понятно, что они когда пугающие в начале, но кто его понимает изначально, очень легко учиться. Но в то же время нам нужны прекрасные литературоведы, филологи. И поэтому любое доброе дело по душе вы должны с удовольствием пронести сегодня в школе и потом в будущем жизни. По сложившейся доброй традиции глава Ингушетии подарил новой школе комплекты шашек и шахмат. К слову, это открытие не мог пропустить и сенатор. Мухарбек Барахоев пожелал детям удачи и творческих успехов. Безусловно, я сегодня рад и горд тем, что открывается здесь школа. Не только здесь, но каждый день насыщен нашими новыми событиями, открытием новых школ, детских садов в различных уголках нашей республики. Поверьте, мало субъектов Российской Федерации могут похвастаться такими успехами. Но это, естественно, безусловно, очень кропотливая работа профессиональной команды под руководством главы республики. Дорогие учащиеся, пусть эта школа будет храмом знаний для вас. На открытие пригласили сына народного писателя Ингушетии Магомед Саида Плиева. Мне предоставлена честь выступить от нашей большой семьи, поблагодарить руководство республики, администрацию нашего села Плиева, строителей, которые выполнили прекрасно работу. Мы вчера прошлись по школе, полностью экскурсию сделали. Такой школы я в республике не видел. Все есть детям для учебы. А далее самый торжественный и исторический момент – перерезания красной ленты. Старт дан. Глава Ингушетии начинает обход по школе, чтобы лично оценить созданные условия. Большая столовая на 200 человек, яркие красочные коридоры, светлые аудитории и даже своя комната игрушек для детей с особенностями развития. Да, у нас в школе есть инвалиды, обучение на дому.
Они приходят, специально для них созданы условия. Почему второй этаж сюда? Как они сюда поднимаются? Лифт. Специальные пандусы, лифты, все соответствует. Махмуд Али Калиматов не хотел нарушать образовательный процесс и отвлекать детей от уроков, но все же не мог уехать, не пообщавшись со школьниками. 1 минуту прям. Не будете ругать? Здравствуйте. Садитесь. Чтобы вам было удобно, чтобы вам было светло, чтобы вам нравились те условия, которые вам вот взрослые сделали. Вот наш президент Владимир Владимирович, да, вот он к этому и стремится, чтобы везде, не только в Ингушетии, во всей России, во всех уголках нашей страны, независимо от города, села, были прекрасные школы и классы такие. Самое главное, знаете, что теперь? Учиться, учиться и учиться. Но на этом сюрпризы не закончились. Новая школа удивила главу Ингушетии богатой материально-технической базой. Тут есть абсолютно все, и даже свой кабинет музыки с инструментами. Уже мечта, не установка. Ударная. Ничего себе. Преподаватель замечательно, имеет 2 высших образования. Консерватория. Я надеюсь, что наш... Вам Министерство культуры помогло или вы сами? Мы. Ваш подрядчик? Да, подрядчик. Да? Все подрядчик. Все. Большой актовый зал, словно мини-ДК, свой медпункт, просторный спортивный зал с необходимым инвентарем. Махмуд Али Калиматов очень высоко оценил созданные в школе условия. Тот редкий случай, когда у руководителей Ингушетии нет претензий к подрядчику. 126 первоклассников и 100% начальников. Всем удачи. Я ж могу школочку. Школа разделена на свои блоки, где будут проходить уроки по различным предметам. Давайте мы с вами сейчас прослушаем небольшой текст. Наденьте свои наушники. В кабинете английского языка у каждого ребенка свой ноутбук и наушники. И так они смогут оттачивать свое произношение иностранного и практиковаться. английский кабинете, наушники Эту школу скорее можно назвать промышленным объектом, чего тут только нет. Всего 2 кабинета труда. К примеру, в этом ребята будут заниматься обработкой дерева. А это мастерская по обработке тканей, иными словами, швейный класс. Здесь есть все необходимое оборудование для обучения и создания различных моделей одежды. Объект настолько большой, что детям еще понадобится время, чтобы полностью обойти все уголки. Во 2-м кабинете труда ребята уже будут заниматься обработкой металла. Токарный станок, вот, шаловер, фрезерный станок, точильный станочек, как станок, вентиляция, вытяжка, сверлильный станок, далее по резьба, она и по дереву, по металлу ездит, там насадка, шкут. В Плиево отныне 5 школ. Детям приходилось ездить в соседнюю и учиться в 3 смены. Занятия порой проходили сокращенно. تغني شكول دا يوليا جاريازيس بغدريا حلخة ستار شكول إخات سبيرش هات قبير أقصدس شكولي أخش جا خوزية شكول أحتا يبيرش تخشار كابينيت ديرجي партаж, дерги хос оборудование, дерги на высшем уровне, да, ос. Ахтхетсун ханс вадрия чхалха гян ахдезер сабир через дорогу кир соцарях. Аханзе узихи дагаш ахтатхунчох. Все кабинеты оснащены по последнему слову техники. Условия, созданные для обучения учащихся, великолепные. Чем больше живешь, тем больше надеешься на самое лучшее. И в конце концов мы все-таки дожили до этого, что мы получили прекраснейшие условия для возможности обучать детей. Прекрасные наглядные пособия, просторные светлые классы, прекрасная электроника, у нас есть проектор, у нас есть принтер, у нас компьютер, у нас обучение детей, это очень, сейчас обучать детей с такими условиями очень легко. Сегодня все мы получили настоящий подарок, о котором давно мечтали.
Действительно, наша новая школа явилась результатом слаженной работы руководства республики. От имени педагогов, родителей и учащихся благодарим всех, приложившие усилия к созданию этого замечательного образовательного учреждения. Благодарим также и строителей, без которых новая школа была невозможна. Школа Мехмед Саид Пирек Анги Асолту Ацтлайт Хир Хани Алчи Чадук Вейк Аман Мот Аргибуц Болош Шакасан Замбе Болош Дук Хамдвейн Сутахан Вейн Халдиака Чадия Бемехтада Отте أختهم بأخيت استنسرا خلرا جاري زد تخون شو زلتا تخن تخونه وكيردش شكولا تخون بولج بغير استقمت يبا تخنباستو. Школа построена в рамках нацпроекта образования, и это не единственный объект, который откроется в скором времени. Свои двери в этом месяце распахнут еще 3 школы, 2 в Назрани и 1 в Карабулаке, по 720 мест в каждой. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.